ceļš uz mājām ir kļūst par pašu svarīgāko, es domāju. Ja runājam par mūziku, tad tā ir tāda sakakņa apzināšana. Ja? Tīri muzikāli, tā ir folklora neapšaubām. Un, jo tu vairāk iepazīsti to savu folkloru, jo tu faktiski, vismaz man tā bija, pārņem tāds pat reizēm izbīles no tā, ko mēs palaižam garām, ar to nedarbodamies. Agri vai vēl cilvēks, kurš tā nopietni nodarbojas ar mūziku, kaut vai arī ar literatūru, vai arī ar deju. Viņš agri vai vēl nonāk pie šīs fāzes. Es domāju, ka viņš sāk raudzīties folkloras virzienā. Tas kļūst divi tik interesanti, ja tu satiec līdzīgu cilvēku, kurš to pašu nodarbojas ar savu folkloru. Šajā gadījumā tātad latviešu no mūsu puses, gruzīnu no šīna puses. Это было откровение для меня узнать латышскую культуру с музыкальной части. Это было что-то абсолютно новое. А там были такие мистические, сакральные моменты, как вдруг что-то очень наше оказалось ваше тоже. Когда мы начали вот этот проект, для нас было действительно, мы как будто в одном, я скажу, немножко так, легенько, в большом колхозе жили, где мы должны были вместе жить. И мы как бы одна страна была, мы ничего не знали друг о друге. И, вообще-то говоря, не скажу, что не хотелось, но как-то, в общем, мы не знали. Вы знали о нас что-то, например, знали грузинскую хуанчкару, а никогда не пробовали настоящую хуанчкару, потому что грузины тоже не пробовали ее. Yes, TV, 3, 4.
sajūtas bija divējādas patiesībā. Tā viena lieta, kādi izskatāmies mēs viņu kontekstā, teiksim, jau uz viņu fona. Un tas man sākotnēji bija diezgan, es biju tāds tā kā noraustījies drusku, jo nav noslēpums, ka gruzīņu folklora un viss tās izdarības, viņas ir tik, kā lai pasaka, viņas ir tik lielā mērā producētas, ja, faktiski pasaules kontekstā. Kad, ja tu kādam pasaki gruzīns, viņš uzreiz saprot, par ko ir runa. Es domāju, mēs ar savu lēnīgo dziedāšanu, jo mums jau praktiski tādas instrumentālas mūzikas nav. Nu, tā koklīte, jā, un kāda stabulīte. Bet tas, protams, ir tāda bērnu šļupsta, teiksim, instrumentālā jomā. Un tad tas man bija tāds mazliet tāds, tā kā, es sajūtos tā kā tāds vērtīgāks vai kaut kāds tāds. Tā pirmajā brīdī, jā. Bet tad tieši kontaktējot ar viņiem, viņi saka, kā jūs dziedat? Es saku, kā mēs tā dziedam? Mēs tā vienkārši dziedam, bet jūs dziedat? Nē, viņš saka, kā jūs dziedat? Kas tās par dziesmām? Un šādā veidā, faktiski viņi cēla to mūsu pašapziņu arī. В латвийском фольклоре это правда вот откровение было для нас, что в латвийском фольклоре, в общем, там такая сила внутри прячется или не прячется, я не знаю. Для меня, например, это был спрятан. Я вообще не знал, никак не знал, и вдруг такая сила, вот когда вот поется или когда я слышу это, что изнутри идет, вот, например, даже если одна нота тянуться, да, что-то, и там внутри что-то очень многое зарыто. Ja mums ir tādas šīs dainas un šīs dziesmas, vienkārši faktiski viņas ir vislielākā vairumā ir a cappella, vai ne? Un tādas ļoti vienkāršas. Tad tu saproti, ka īstenībā tu neesi ne sliktāks, ne labāks, tu esi vienkārši savādāks. Интересно было, что мы, например, обнаружили, что вот
в латвийском фольклоре есть счет, такт 13/8. Это вообще для нас было... Мы не ожидали, потому что только вот даже в Грузии нет таких. Только в Индии, например, мы знаем, что такое есть. И вот в восточных странах, и вдруг в Латвии 13/8. Это вот это произведение, которое в нашем диске, конечно, «Тегузе» называется. И вот сразу, конечно, схватились за этим и сделали, по-моему, очень интересную тематику. Это жанр, что выйти из всех жанров, искать настоящее, через жанр приходить, забывать жанры и искать что-то настоящее. Вот как вот эти яблони и яблоки, они настоящие, они не в жанре, они просто есть. Ну, если конкретно сказать, надо все изучать, что красиво и прекрасно, и потом забывать это и выйти на свободу. То есть стилистика. Я мог бы сказать этно-джаз, я мог бы сказать фьюжн, я мог бы сказать хорошая, добрая музыка. Все было бы правильно, вообще-то говоря. Но что-то, что хочется сказать, это выходит за все конкретные жанры, вообще-то говоря. Надо искать самое лучшее. И как-то очень жадным быть на прекрасное. И брать все, что красиво. Если это называется классикой, надо брать ее. Если это нравится. Действительно, если это скучно, хоть это и классика, это скучно. Окей, тогда надо выходить на рок. И там тоже может быть какая-то скука. Настоящее взять, а потом выйти из этого и найти там фламенко. Уже красиво. А потом вообще выйти на свободу какую-то. Так что, как только на жанрах начинается разговаривать человек, то там это ты как будто птичку в клетку все-таки стараешься, а ее не надо. Она свободная, создана для этого. Я думаю, что это самые важные два слова. Путь домой.
мои глаза, ведь это мое сердце. Сердце – это мои глаза. Я моим сердцем вижу. Вот самое хорошее, что грузин смог сделать в музыке, по-моему, вот это увидеть этот мир своим сердцем. У нас есть бесконечный ген, и наши предки действуют, они живые. В грузинском нет слова «умер». Там есть «он переменился». Вместо «умер» мы говорим «переменился». Он жив. Мы музыкой жили, и, в принципе, музыкой и возвращаемся домой. Gogni gogni gogona Shangalat khidan mawida dondora boy khwana What's up khwana What's up khwana Un jo tu esi vairāk savādāks, jo tu esi interesantāks tiem citiem. Un, savukārt, jo tu vairāk ieklausies, ko viņi tur dara un mēģini izprast, jo tu kļūsi tuvāks viņiem. Un tieši otrādi arī.
ფერი ფერსა მადლი ღმერთსა ორთავეს ჩაგეხუტებით გენაცვალეთ ორივესა Gari guri gari guri gari gari guri guri gari gari guri gari guri guri garia gari guri guri shina tu garia. А это все то же самое, целая часть. Фактически это для нас был сперва действительно был как бы шок, когда мы первый раз начали делать первый проект «Эсари». И на латышском это, вы знаете, что это означает, на грузинском это оно и есть. То есть вот уже эти как бы совпадения, как бы случайности. Да, но случайностей ведь нет. Она как бы за ним прячется необходимость. Это говорили большие, мудрые люди. Nu, tā sajūta ir tāda atklāsme. Tā ir šo citu tautu un sevis atklāsme. Īstenībā tu beidzot saproti, kāpēc tu esi tieši tāds, kāds tu esi.
Jā, un tad mums bija sadarbība arī ar Moldāviem. Visnotaļ interesants, radošs piedzīvojums. Principā jau mēs mēģinājām strādāt līdzīgi kā ar gruzīniem. Tā bija tāda īpaša pieredze, gāja visādi, bet beigās tas rezultāts priecēja gan mūs pašus, gan klausītājus Rīgā un Kišiņevā. Moldovas tas etnos ir kaut kāds ārkārtīgi temperamentīgs un dzīvelīgs. Ja, tu jūti, ka tas nav nācis no augstiem plauktiem, bet tas ir turpat starp vīna ķekariem un tiem kalniem tur radies viss tāds ļoti tāds piesātnāts un ārkārtīgi piepildīts un enerģisks un dinamisks. Nesien zirgu pie vītoles, sien pie zaļa ozoliņa, lai rīp zeme dancojot. Man spēlmaņa nevajag, ar mutīti stabulēju, istabiņu rībināju. Dažreiz spēlējot ar viņiem, es jūtu, ka pats esmu kā Moldavs. Tā visā ielicis tajā ritmā un ar folkstām, jo latviešiem tomēr tas folks ir tāds bišķiņ piezemētāks, mierīgāks un tās kustības neraisās pašas no sevis, tad šeit uzkāp uz skatuves un panesās, tā kā, es nezinu, 10 gadus būtu dzīvojis Moldavā un šo музыку знать, пекло. С молдавянами мы как бы близнецы. И там уже другая философия, как мы видим
они как наши близнецы, и вот они все-таки какие другие. То есть вот оба аспекта, которые нужны были для этого проекта, это было для нас, для грузин, это было точно правильно. То есть очень разные и очень схожие. Все было вместе. Moldāvijā tautas mūzika ir dzīva arī pilsētā. Uz ielas vai skvēriņā skan cimbali, orķestrīts valē tautas motīvus, cilvēki dejo. Человек устает от этих скоростей, и он хочет что-нибудь другое. А именно вот это спокойствие, размышления, это все можно найти вот в фольклоре, в тех обычаях, в тех традициях, с которым жил этот народ, потому что раньше суеты не было. Это для нас было очень важно. И это очень важно, если все это продолжится, и мы выйдем на следующий уровень понятия всего этого, почему это. Так что я уважаю очень вот эту случайность, как бы случайность. В нем спрятана большая логика. Как сегодня Вал сказал, что я чувствую, что мы еще встретимся. И меня это очень радует.
сотворил так, что мы разъединились как-то. Это надо было, чтобы все увидели, как мы любим друг друга. Народное как раз это то, откуда надо сейчас брать инспирацию абсолютно. Это как земля. Это земля добрая, такая терпеливая, которая все время ждет. Как старая мама, которая ждет все время, что сын вернется. И она вечна, она бесконечна. Там есть все, что надо брать для того, чтобы потом делать модерный мир. Это было откровение, как бы в зеркале увидеть себя. И как будто это не твое, это чужое, но вдруг ты видишь себя в нем. Так что мы большой той схеме, мы с одного начала, мы просто разные. И все время надо находить друг друга. Melodijas nav kopīgas, protams, un ritmika ne tik, bet kaut kādas, es nezinu, kas tas ir, kas ļauj, tas ir kaut kāds, kas ļauj savienot šīs lietas un no divām un pat trijām dažādām, pilnīgi atšķirīgām lietām uztaisīt kaut kādu vienu veselumu. Tā sajūta ir neaprakstāma īstenībā. Tad tu sajūties tā kā tāds bezmaz dievs, ka tu esi liecinieks kaut kādai dīvainai tādai atklāsmei, ja, ka šīs pilnīgi dažādie cilvēki pēkšņi domā kā viens un uzvedās kā viens un dzīvo kā viens un nezaudējot savas īpatnības. Un tā ir kolosāla sajūta. Культура – это то, которое войдет в всякие щели, куда не пойдет ни политика, ни бизнес, ни экономика. Культура – это самая прямая, самый прямой путь к сердцу другого. Не через интеллект его, не через религию его, а в сердце. В самое сердце можно говорить. Там, где политик ничего не может сделать, даже религиозный деятель, там может сделать культура. А музыка одна из важных частей. Это сокровенный язык, который мы не объясним, откуда она идет, куда идет. Но куда она нас ведет, мы знаем. Nevajagarāt
ozoliņi, kur deviņi ozoliņi, kur deviņi ozoliņi. Kalnā treji vara vārti paši varas nevarā. Kalnā treji vara vārti paši varas nevarami, paši varas nevarā. Paši varas nevarami, paši varas nevarā. Pa vieniem Dievs ienāca, pa otriem mīļā māte. Pa vieniem Dievs ienāca, pa otriem mīļā māte, pa otriem mīļā māte. Pa otriem mīļā māte, pa otriem mīļā māte. Trešiem saule brauca divu dzelteni kumeliņi, trešiem saule brauc. Divu dzelteni kumeliņi, divu dzelteni kumeliņi, divu dzelteni kumeliņi, divu dzelteni kumeliņi. Chamo biaret zenatskaro Romo tak nie chociaż